Скажите мне. Она недовольна. И вы знаете, мы с вами в общественной палате коллеги, вы знаете прекрасно. Кавказ. Есть масса свидетельств о пытках, которые применяют коррупции, довольно? Можно я договорю? Давайте. Я договорю? На российские регионы. На российские регионы Можно я договорю? Пожалуйста. Кавказ — это российский регион, на российские регионы, вы хотите его отделить. Нет, я не хочу его отделить, не надо врать. Российский не регион. надо вставлять мне в уста то, чего я не говорю. Кавказ — это российский регион. Я имею в виду русскоязычные регионы Центральной России. Кавказ — это русскоязычный регион. Центральной России. Кавказ — это русскоязычный регион огромной России. Центральной России. Вы хотите, вы уже поделили, Хорошо, что границы, заканчивайте про Кавказ и переходите дальше. У нас проблемы только с Кавказом. Проблемы Кавказа — это проблемы России. Я коррупция. У нас есть такая проблема, коррупция. Вы что, не дайте мне сказать, что ли? Ну вы же просто концентрируетесь на Кавказе. А еще у нас, кроме Кавказа, у нас есть проблемы? Или только Кавказ? Можно я вам расскажу? Пожалуйста. Так рассказывайте. Перебивать. Так рассказывайте. Вы меня перебиваете все время. Расскажите. Да, значит так, по всей стране, я готов утверждать, есть произвол силовых структур по отношению к людям. Слава Богу. К экономистам, так и к людям, которые стоят на разных позициях, мировоззренческих, религиозных. То есть не только на Кавказе, да? Правда? Коль, ну дай ему сказать. В Москве, в Казани преследование, но в Москве меньше. В основном это в регионах. В Татарстане, в Башкортостане преследование мусульман, преследование людей за веру, подбрасывание наркотиков. Не только Таисиевой Осиповой, как сказал Дмитрий Медведев, подбросили. Я лично знаю сотни случаев, когда фабрикуются... Только за наркотики и только мусульман? После короткого перерыва слово будет предоставлено господину Сванидзе.